Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь. Прощание с героем. Был гордостью, я думаю, не только нашей республики, нашей страны. Как в последний путь проводили героя Советского Союза Бориса Кузнецова, расскажет Радик Фархулин. В громкой истории поставлена точка. Проходит более 3000 потерпевших, а ущерб составляет порядка более 1 миллиарда. Каким сроком Вахитовский районный суд приговорил организаторов финансовой пирамиды «Рост», расскажет Рамиль Галиулян. Проблемные Челны. Погибли 5 человек, ранены 141. Что происходит с движением в Автограде, узнал Дмитрий Аринин. 3 полосы для автомобилистов, 2 светофора и новая ливневая канализация. Слава богу, что все получилось. Когда на улице Тихорецка откроют новую дорогу, узнала Юлия Гоголева. Татарстан сегодня простился с героем Советского Союза Борисом Кузнецовым. Телеграммы с соболезнованиями приходят со вчерашнего дня. Сегодня слова соболезнования Рустаму Минниханову, родным и близким Бориса Кузнецова, направил президент России Владимир Путин. В этот скорбный час примите мои соболезнования, слова участия и поддержки. Скончался Борис Кириллович Кузнецов, человек большого личного мужества, настоящий патриот и труженик, герой Советского Союза. Борис Кириллович был ярким представителем легендарного поколения фронтовиков, которые отстояли свободу и независимость Родины, а после Великой Отечественной восстанавливали разрушенные войной города, отдавали всю свою энергию развитию и укреплению страны. Жизненный путь Бориса Кирилловича Кузнецова, его смелость, неравнодушие, стремление служить людям, достойны искренней благодарности потомков и самого глубокого уважения, говорится в телеграмме Владимира Путина. Глубоко скорбят командование Центрального военного округа, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, а также многие другие официальные лица ведомства. Все подчеркивают, уход героя СССР Бориса Кузнецова – невосполнимая утрата для всей страны. Прощальная панихида и похороны состоялись сегодня в Казани. Напомним, последний оставшийся в Татарстане герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов скончался накануне на 95-м году жизни. Церемония прощания началась в 9 утра в Театре оперы и балета. Прямую трансляцию вел наш телеканал. Почтить память легендарного героя пришел Рустам Минниханов, члены правительства, депутаты Госсовета, видные общественные деятели, военные. Каким в памяти людей останется Борис Кириллович Кузнецов? Об этом в нашем репортаже. Траурная музыка, цветы, сотни людей в зале. На все это Борис Кузнецов смотрит уже с портрета. Рядом родственники, сменяемый почетный караул. На сцене многочисленные награды Героя Советского Союза. Ордена, медали, почетные знаки. Перед легендой республики склоняют головы. Возложил цветы, поклонился и долго общался с родственниками Рустам Минниханов. С Борисом Кирилловичем их связывала тесная дружба. Поэтому выступление президента не было протокольным. Оно пронизано болью потери, безграничного уважения к личности. Мы провожаем последний путь, легенду Бориса Кирилловича Кузнецова, человек, который был гордостью, я думаю, не только нашей республики, нашей страны, представлял нашу республику на всех серьезных больших мероприятиях. Совсем недавно с ним еще встречались, общались, и не было вот никаких признаков, что Борис Кириллович так быстро может уйти. Но сегодня мы провожаем этого великого человека, чтобы вот этот добрый, хороший человек остался в нас в памяти навечно. Рустам Минниханов вспомнил. Они с Борисом Кирилловичем часто говорили о том, чтобы вместе встретить 80-летие Победы и отметить столетие ветерана. Никто не сомневался, что так и будет. Всегда подтянутый, активный, в гуще событий, всегда среди людей. Его пламенные речи были наполнены любовью к родине и никого не оставляли равнодушными. Он в 17 лет
получил такое высокое звание Героя Советского Союза и победил фашизм. Это был ярким примером, конечно, для молодежи. Его очень сильно не будет хватать. Он был действительно истинным патриотом нашей Родины. Человек, способный на геройский поступок. У него это в душе это было. Всегда он подавал пример, всегда был четкий, командный стиль. Несмотря на то, что он стал героем именно сержантом. Борис Кузнецов до последних дней очень много занимался общественной работой, был активным участником ветеранского движения, много встречался с молодежью, занимался патриотическим воспитанием. И с первых же дней включился в активную работу ветеранской организации. Он очень болезненно воспринимал социальные вопросы, если где-то не удовлетворены наших фронтовиков. Постоянно напоминал об этом. Для нас, как курсантов, как для военных людей, он вдохновлял патриотизм и героизм. То есть мы всегда брали с него пример. Его имя увековечено на пантеоне в Парке Победы. Есть памятник связистам, прообразом которого стал Герой СССР. Имя Бориса Кузнецова носят две школы – в Казани и Лаишево. Он не только вдохновлял учеников, он еще и руководил многими мероприятиями, которые мы проводили совместно. Борис Ильич всегда хотел, чтобы всегда везде было все хорошо. Он с утра до вечера ежедневно работал, он трудился. Церемония прощания длилась 1,5 часа. Затем гроб на артиллерийском лафете по улицам Казани до Арского кладбища повез бронетранспортер. Следом выстроилась колонна с оркестром. В траурной процессии родные и близкие, военнослужащие, курсанты. Бориса Кузнецова похоронили со всеми воинскими почестями. Гроб в землю опустили под оружейный залп в честь офицера-героя. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ Казань. К другим новостям. Точка в самом громком деле о финансовой пирамиде «Рост» поставлена. Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 7 обвиняемым в мошенничестве. Среди подсудимых экс-капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов. На оглашение приговора пришли десятки потерпевших. В деле фигурирует 3,5 тысячи обманутых вкладчиков. Ущерб 1,5 миллиарда рублей. В итоге организаторы пирамиды получили 78 лет заключения на всех. Следствие длилось более 5 лет. Из зала суда Рамиль Галюлин. Точки в этой громкой истории пострадавшие и фигуранты дела ждали целых 5 лет. Столько длилось следствие. Оглашение приговора сегодня началось в 9 утра в Вахитовском суде Казани. На скамье подсудимых 7 человек. Создатели «Роста» Андрей Макаров и его сестра Наталья Макарова, а также участники Александр Бурнаев, Алексей Гречко, Роберт Гарипов, Вадим Яникеев и Сергей Харламов, экс-капитан футбольного «Рубина». 6 из них все эти годы, что длилось следствие, находились в СИЗО. Наталья была под домашним арестом. Сегодня в зале более десятка пострадавших. Почти все почтенного возраста. Почти все потеряли крупные суммы. 100 тысяч, потом 90. Теперь как рубли уж, а не тысячи. Потом 90 на день рождения. И еще 90 обещали. Также вот давать проценты. За своими деньгами я бегаю уже 6 лет. Вложила 50 тысяч. Для меня это огромные деньги, как миллион. У Бориса шалят нервы, ведь у него кредит в евро. А у Анатолия все в порядке. Он зарабатывает с компанией «Рост».
В рост собственного благосостояния тогда поверили многие. Казанская компания со звучным и обнадеживающим названием прогремела на всю страну 7 лет назад. Людям обещали приумножить капитал, предлагали до 200% от суммы вклада. И отметим, многие из них получили свой доход, пока пирамида не рухнула. В общей сложности пострадали больше 3500 человек. Общий ущерб почти 1,5 миллиарда рублей. Здесь, на улице Достоевского в Казани, 5 лет назад находился головной офис компании. Всего от действия организации пострадали люди в 23 регионах страны. В общей сложности компания насчитывала 40 филиалов. Сегодня всех подсудимых Вахитовский суд признал виновными. Из-за того, что в тексте приговора много повторяющихся доказательств, судья зачитал лишь вводную и резолютивную часть. Свои сроки подсудимые услышали буквально через 15 минут. Самый большой срок получил Андрей Макаров, основатель пирамиды. Он проведет 13,5 лет в колонии особого режима. Его сестра Наталья приговорена к 12,5 годам. Ее взяли под стражу в зале суда. 12 лет общего режима получил и Сергей Харламов. Столько же у Александра Бурнаева. Еще двое участников отправляются за решетку на 10 и 9,5 лет. Суд постановил зачесть срок отбывания наказания время, проведенное в изоляторе. Все участники признаны виновными в организации преступного сообщества. Оттого и сроки наказания серьезные. Но гособвинение запрашивало еще больше. Организатору Макарову был запрошен срок в виде лишения свободы сроком на 18 лет и 6 месяцев, а остальным подельникам порядка от 15 до 17 лет лишения свободы. При получении приговора и проверке законности и обоснованности уже будет принято решение либо обжаловать данный приговор, либо все-таки без изменений. Кто точно будет обжаловать приговор, так это защита обвиняемых. Сделать это она сможет в течение 10 дней, пока приговор не вступил в силу. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В Татарстане новый антирекорд. Сегодня зарегистрировано 67 случаев новой коронавирусной инфекции. Это максимальное количество заболевших в сутки за полгода. 2 случая завозных, все остальные контактные. В России выявили почти 22 тысячи заболевших. Среди регионов традиционно лидирует Москва, почти 6 тысяч. В Санкт-Петербурге 1756. В Нижегородской области 433 случая. У соседей также заметен рост заболеваемости. В Самарской области за сутки 205 заразившихся ковидом, в Башкортостане 115, в Чувашии 81. Заболеваемость коронавирусом в Татарстане в ноябре уже в 1,5 раза превысила показатели октября. Такие данные сегодня озвучили в Роспотребнадзоре. Будут ли в республике вводить дополнительные ограничения? Ждать ли новогодних каникул? Эпидситуацию в республике изучил Рамиль Шайдулин. Челнинский госпиталь для ветеранов войн в эти дни сам напоминает поле боя. За полгода он принял больше 1000 пациентов. У нас на сегодняшний день 10 аппаратов интенсивной вентиляции легких. Кроме этого, нам было поставлено еще другое необходимое оборудование. Ежедневно только в Челнах ковид-госпитале на ИВЛ расходуют тонны кислорода. В красной зоне развернуто 100 коек. Сейчас там трудится 150 врачей. Ковид-госпиталем уже полгода работает и Высокогорская ЦРБ. 20 человек выздоравливает, 20 человек уже в очереди везут. Поэтому в этой обстановке пока все койки заняты. Несмотря на суточный прирост заболевших ковидом в 0,7%, коечного фонда по республике хватает. Ситуация под контролем. Хватает ресурсов и для постковидной реабилитации. Что касается очереди, нет, мы не фиксируем значительных задержек в получении такого вида медицинских услуг. Под наблюдением 13 ковид-очагов в школах и институтах идет рост заболеваемости в целом по республике. Все болеют в первый раз. Повторных случаев у нас на сегодня не зарегистрировано, поэтому если кто-то переболел ранее и сейчас наблюдает какие-то симптомы у себя, это не обязательно может быть коронавирус. Переход на дистант и введение ограничений в республике не планируется, заявил Роспотребнадзор. Несмотря на просьбу предпринимателей отменять запрет на работу ночных заведений, не будут. Они по-прежнему закрыты с 11 ночи и до 6 утра. За 2 недели действия ограничения есть положительный эффект. Никто не заразился. За 14 дней мы можем отметить, что по эпиданамнезу не встречаются пребывания в каких-либо учреждениях данного увеселительного характера. Особых ограничений не стоит ждать и по развлечениям. Например, традиционная президентская елка здесь все же состоится. Но, во-первых, для детей от 7 лет, во-вторых, она пройдет в 2 захода.
расхода. Первая половина будет праздновать до обеда, вторая – во второй половине дня. Какими будут новогодние каникулы, республиканский штаб сообщит в начале декабря. Пока же заболеваемость в ноябре более чем в 1,5 раза превышает показатели октября. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Детям-инвалидам выдают пайки с некондицией. Такой пост выложила в соцсети одна из родительниц ученика Набережно-Челнинской коррекционной школы. Женщина рассказала о просроченных продуктах, поставляемых детям на домашнем обучении. Гнилые овощи, черствый хлеб. Это не полный список просрочки, о котором нам рассказала родительница. В несвежем деле разбиралась Светлана Звонарева. Лук порченый. Гнилой лук, черные кочаны капусты, несвежий хлеб, сосиски в разорванной упаковке, минтай, состоящий изо льда, а не из рыбы. По словам Светланы Яковцевой, такой набор продуктов получили ученики-инвалиды коррекционной школы, находящиеся на домашнем обучении. Продукты не соответствуют потребностям, во-первых, наших детей, а во-вторых, качеству. Вот 31 октября мы получили сухой паек, и у нас был тухлый лук, мелкая картошка, сосиски ненадлежащего качества, и много всего другого. Качество продуктов, как объясняет директор школы, зависит от поставщика. Его определяют через торги. Побеждают те, чьи предложения оказываются дешевле. Директор школы не отрицает, что некоторое количество продуктов приходит подпорченным. По поводу лука. Почему-то встала именно на луке. Я хочу сказать, что в этот раз пришло 132 килограмма лука. Мы первично осмотр произвели, приняли товар. Потом, когда мы вскрыли пакеты и формировали отдельные пакеты, у нас со 132 килограмм где-то килограмма 3 в сторонку отошло. Но это был не мороженый лук, это был не прогнивший насквозь лук. Да, слегка что-то немножко, мы его отложили. И составили претензию, мы сейчас ждем обмена. О продуктовом скандале уже осведомлены как Министерство образования, так и прокуратура. По факту выдачи некондиционных продуктов начались служебные проверки. Прокуратура Набережных Челнов проверяет информацию о некондиционных продуктах питания, которые получают дети-инвалиды, обучающиеся в одной из городских школ. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при организации питания указанной категории учащихся. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Администрация школы со своей стороны пытается контролировать качество поставляемых продуктов. И если поставщик не дорожит своей репутацией, то попадает в черный список, и сотрудничество с ним прекращается. Будет ли это и в этом случае так, нужно дождаться завершения прокурорской проверки. Светлана Звонарева, Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, ТНВ, Набережные Челны. Черный список коррупционеров Татарстана, или как глава Агрыза избежал жесткого увольнения. Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Проблемные Челны. Погибли 5 человек, ранены 141. Что происходит с движением в Автограде, узнал Дмитрий Аринин. 3 полосы для автомобилистов, 2 светофора и новая ливневая канализация. Слава богу, что все получилось. Когда на улице Тихорецкой откроют новую дорогу, узнала Юлия Гоголева. Сегодня 8 семей из Тюлечинского района получили ключи от новых квартир. Среди новоселов те, кто воспользовался соципотекой. Многодетные семьи и дети-сироты. Дом возведен за счет инвестиций Госжилфонда по программе национального проекта «Жилье и городская среда». Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками воды, газа, электроэнергии, а также 2-контурными котлами индивидуального отопления. Сегодня мы сдаем вот этот дом. Современный, выполнили в срок, качественно. Администрация хорошо помогала нам, районной, в этом плане. Дай бог, чтобы людям здесь жилось хорошо и уютно. В Челнах в этом году в дорожных авариях погибли 16 человек. Эти цифры значительно превышают показатели прошлых 2 лет. По этому поводу в Автоград приехал начальник ГИБДД Татарстана, где провел заседание Республиканской комиссии по безопасности дорожного движения. В чем главная причина аварии? Какие дальнейшие действия должны быть предприняты? Подробнее об этом Дмитрий Аринин.
В Автограде в этом году произошло 15 серьезных ДТП, в которых погибли 16 человек. Главные причины – наезд на пешеходов и аварии при обгоне. В городе есть и места особой концентрации ДТП. Так от проспекта Мира до улицы Дружбы Народов зеленый свет светофора горит одновременно и для трамвая, и для пешеходов, говорят жители. В результате происходят аварии и образуются пробки. Светофор настроен неправильно. Эти выезжают, эти еще закончить не успевают свое движение. Как можно решить вопрос? Предложения жителей самые разные. Я думаю, какие-то настройки правильно, корректные нужно сделать. Либо светофор, да, сигнал звуковой. Вот это, да, хорошо делать. Соблюдать правила, и все будет хорошо. Просто нарушают правила, из-за этого проблемы. Проблемы в дорожно-транспортной сфере набережных Челнов рассмотрели сегодня на заседании комиссии по безопасности. Один из важнейших вопросов – пассажирский транспорт. В этом году аварийность с его участием выросла на 17%, а число пострадавших на 50%. На водителей автобусов составили почти рекордные 2000 протоколов. За истекший период на территории города по вине транспорта, осуществляясь пассажирские перевозки, совершено 20 ДТП, при которых 30 человек получили ранения различной степени тяжести. В погоне за выручкой водители грубо нарушают правила дорожного движения, не думая о безопасности людей. Как сегодня отметили, проблемы возникли из-за малогабаритных автобусов. Напомним, в Челнах с начала года в пассажирских перевозках нет больших автобусов. Малогабаритные автобусы, являясь очень маневренными, динамичными, потенциально опасными по сравнению с большими автобусами, которые у нас до этого курсировали. Поэтому эта тема, она из года в год, не из года в год, а в этом году стала актуальной. Я вижу, что исполком администрация меры принимает. Но думаю, что до конца года эту проблему с большим автобусом мы совместно должны решить. Главный автоинспектор республики призывает бороться с нарушениями с помощью видеорегистраторов в автобусах. Наличие видеорегистраторов в салоне в любом случае необходимо. Ставим мы его не только для того, чтобы посмотреть, было ДТП или нет, в связи с масочным режимом в том числе, да, постоянно какие-то, иногда бывают противоправные действия, вернее. Как отметил главный автоинспектор республики, поднятые сегодня вопросы требуют особого подхода. Главное – сохранить человеческие жизни. Исполкому Челнов и отделу ГИБДД поставлена задача устранять недоработки и в следующем году снизить уровень смертности. Дмитрий Аринин, Ришат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Маршрут автотрассы М-12 в Татарстане изменили с учетом пожеланий местных жителей. Об этом сегодня стало известно на заседании рабочей группы по строительству автодороги. Напомним, в ее состав входят представители ряда министерств и ведомств, а также жители населенных пунктов, около которых может быть построена трасса. Ее планируют проложить к 2024 году. Дорога в 142 километра пройдет по 5 районам Татарстана. О перспективах для бизнесменов и для жителей республики расскажет Рамиль Шайдулин. О трассировке автомобильной дороги, на какой стадии мы находимся. 4 полосы в 142 километра. Это татарстанская дистанция трассы М-12, строительство которой обсуждает специальная рабочая группа. Сегодня обсуждали наиболее приемлемый вариант трассы с учетом предложений инициативной группы. Решение нашлось. Самое главное, удалось и удается находить те самые решения, о которых говорят наши жители. Нам удалось, если идти так по порядочку, обойти КАИПы, то есть это был очень большой вопрос. Соответственно, жителям КАИПов на сегодняшний день уже расстраиваться не нужно. Во-вторых, нам удалось сохранить достаточно большой массив лесной. Это возле деревни Кызыл-Иль. Мы нашли хорошее решение проектировщикам, на это спасибо. Мы нашли решения, о которых говорили во время круглого стола в Никольском, проводили с жителями Тарлыша. То есть отошли от деревни еще на некоторые расстояния. Сейчас ведется поиск решений по прохождению трассы возле деревни Орел. Главное, по мнению экспертов, будущая магистраль должна быть безопасной для водителей и не нарушать комфортного проживания в населенных пунктах по соседству. Маршрут Казань-Москва сыграет на руку малому и среднему бизнесу республики, особенно для сферы логистики. В каждом районе видим много компаний, которые именно там 1 машина, 2, до 10 машин у кого-то. Они занимаются автогрузоперевозками. И если они как раз будут вход в такой быстрый коридор находиться в Казани до Москвы, соответственно, вот заказов будет больше для наших как раз предпринимателей.
Трасса будет не только эффективной, но и экологичной. Вдоль нее планируют создать и новый природный ландшафт. Особое место займут зеленые переходы экодуки, коридоры для миграции диких животных. К любым проектам в любом случае предъявляются те требования, которые должны будут обеспечить выполнение законодательства. По данной трассе предусматривается строительство так называемых экодуков для миграции животных через саму дорогу. Строительство трассы разделили на 8 этапов. На Татарстан приходится 2 последних. М-12 должна появиться уже к 2024 году. Ей предназначено стать частью транспортного коридора Европа-Западный Китай. Рамиль Шайдуллин, Наталья Мезина, Александр Вольнов, Марат Зайдуллин, ТНВ. Казань. Следующее заседание рабочей группы пройдет уже в Москве. Там все вопросы будут обсуждаться уже с федеральными экспертами. Не менее масштабный проект реализован в Казани. Он станет своеобразным новогодним подарком для горожан. Основные работы второй очереди Большого Казанского кольца завершены. Его планируют открыть в конце года в тестовом режиме. Это значит, что работы завершат практически на полгода раньше запланированного. Как прокладывали эти 2 километра к мечте, увидела Юлия Гоголева. Здесь практически все готово для запуска автомобильного движения в тест-режиме. Нижний слой асфальта уложен, грузовики вывозят мусор и глину. В ближайшее время нанесут временную разметку и завершат установку освещения. На сегодняшний день в нижнем слое проезжая часть основного проезда сделана. Все местные проезды вообще завершены в верхнем слое. И тротуары сделаны. Точной даты, когда откроют движение на этом участке улицы Тихорецкая, пока нет. Но строители обещают сделать это уже до Нового года. В каждом направлении здесь будет по 3 полосы движения, ливневые канализации, установят 2 светофора. Новая дорога поможет разгрузить улицы Техническая и Тульская. Чтобы успеть вовремя, на объекте одновременно трудится около 200 человек. Для Казани это стратегический дорожный объект. Его стоимость больше 2,5 миллиардов рублей. Большая часть работ уже позади. Вынести за пределы трассы инженерные сети, укрепить неустойчивый грунт, переселить жителей 70 домов. Все успели, впереди обкатка. Хотелось бы еще попутно воспользоваться возможностью обратиться к нашим автомобилистам, жителям города, так как движение будет открыто в тестовом режиме, строго соблюдать требования временных дорожных знаков, потому что это безопасно. Новую дорогу, которая соединит проспект Победы с улицей Техническая, казанцы ждут с нетерпением. Она поможет избавиться от пробок, а до промзоны жители Приволжского района смогут добираться за 15 минут. На Тульской постоянно пробки, сильные пробки. Каждый вечер, каждое утро. До конца года здесь посадят еще 200 деревьев. Чтобы зелень прижилась, под землю даже проложили поливочные шланги. Верхний слой асфальта укладывать будут уже весной, когда погода позволит. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Пока на этом все. Сейчас о погоде. До встречи. Всего вам доброго. Здравствуйте. Небо прояснилось, атмосферное давление повысилось, ветер стих. Вот такая погода на 14 ноября, но об этом позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» позвоночник лечат роботы, без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место. Боль уходит. Получите лечение в «Доктор Ост» по выгодной цене. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет облачно и заметно похолодает, днем около 8 мороза. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без существенных осадков и также станет прохладнее -6. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачно, временами со снегом. В Арске, в Кукмаре, Балтаси не исключены осадки, температурный фон станет ниже, а ветер стихнет. Все явственнее ощущается дыхание приближающейся зимы, хотя
хотя температура все еще выше климатической нормы. В Болгаре, Држаном-Буинске всего -2. В центральных районах в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше будет облачно, без существенных осадков. Тут прохладнее, около 7 градусов мороза. В субботу не исключены небольшие осадки, температурный фон продолжит понижаться. Фильтр Гейзер Макс защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жесткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы кальций, магний и калий. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Наступили холода, но ваш котел не греет? Проблему решит газовый котел Митсуда. Тихий, безопасный, надежный, согреет ваш дом и сделает уютным. Действует рассрочка, а также замена устаревшего газового котла на новый. Котлы Митсуда от официального представителя в Республике Татарстан компании «Сервис Плюс». 8 800 201 0707. Компания «Сервис Плюс», официальный дилер газовых котлов Митсуда по Республике Татарстан, представляет бесшумные, безопасные котлы с европейским дизайном и надежным сроком службы. Телефон 8 800 201 0707. В Казани будет облачно, местами пройдет снег. Ночью и днем около 2 мороза. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 82%. Магнитное поле Земли спокойное. И еще одна полезная информация. У жителей нашего города есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. Со 2 по 30 ноября в аптеках Pharma Impex проходит акция снижения цен. Аптеки Pharma Impex – аптеки низких цен. Температура ниже и цены ниже. В аптеках Pharma Impex Магне B6 413 рублей. Ношпа 129 рублей. Эссенциали Форте М 1049 рублей. Покупай в аптеках Pharma Impex, аптеках низких цен.